Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Исполняющий обязанности президента Марат Камбулов и первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко встретились с представителями культурного сообщества республики. Фестиваль объединил тысячи людей и почетных гостей республики. В Парке культуры и отдыха имени Валерия Хубулова широко отметили традиционный фестиваль Ирон-Баганы. Современная площадка для интеллектуального отдыха. На месте бывшего торгового центра «Фарн» будет открыт молодежный центр. Исполняющий обязанности президента Марат Камбулов и первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко встретились с представителями культурного сообщества республики. Обсуждены актуальные вопросы сохранения и развития национальной культуры. В ходе встречи озвучен вопрос выделения республике отдельного целевого гранта в размере 100 миллионов рублей в рамках Фонда президентских грантов Российской Федерации. Исполняющий обязанности президента Республики Южная Осетия Марат Камбулов и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретились с представителями культурного сообщества республики. В качестве почетных гостей в республику прибыли народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, впервые посетивший Южную Осетию за 18 лет, российский актер Егор Бероев, оперная дива Вероника Джиоева. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, посвященного актуальным вопросам сохранения и развития национальной культуры. Сергей Владимирович первый же вечер предложил встретиться с деятелями культуры, и эта встреча состоялась. Надеюсь, у нас состоится очень интересный разговор. Каждый наш разговор заканчивается тем, что мы можем еще нового сделать для нашей республики. Последняя встреча здесь у нас была с молодежью, а сегодня мы встречаемся с деятелями культуры. Сергей Кириенко акцентировал внимание на том, что культура является одним из ключевых приоритетов в масштабной программе развития Южной Осетии. Принятые решения по Южной Осетии не только ничего не сокращается, а увеличивается. В том числе и в сфере культуры. Маратом Аркадьевичем разрабатывается большая программа развития Южной Осетии. Ну и понятно, что культура является одной из важнейших составных частей этой программы. Да. Конечно, задачи Южной Осетии сегодня это и развитие инфраструктуры. Мы начинали работу свою с Нижнего Зарамака. Завершены работы на пункте пропуска. Я в первый раз вижу, что тут не было очередей. Исполняющий обязанности министра культуры Южной Осетии Григорий Мамьев поднял проблему сохранения исторического наследия. По его словам, многие памятники нуждаются в консервации или реставрации. В новейшей истории нашей реставрационных работ по объектам культуры не проводилось. Только частные лица, которые сами собирают деньги, там фамильные башни, они сами делают, разрушены, да, и восстанавливают. Государственных вливаний в этой сфере нет. Сергей Кириенко предложил сформировать список приоритетных объектов, так как охватить все памятники одновременно невозможно. Вы определите, Марат Аркадьевич, тогда со всеми деятелями культуры, что самое первоочередное, с чего надо начать. Да? А мы постараемся средства на это постепенно изыскивать. На последнем заседании правительства, как раз мы договорились, выделить первую сотню пока. Какие-то требуют консервации, какие-то будут требовать ремонта. Уже работаем, да. Для Южной Осетии выделен отдельный целевой грант в размере 100 миллионов рублей в рамках Фонда президентских грантов Российской Федерации, что, безусловно, даст новые возможности для развития. То, что вы можете участвовать без ограничений в российском конкурсе, это понятно. Но мы помимо этого еще договорились с Маратом Аркадьевичем, что мы выделим отдельные средства, в которых конкуренции извне не будет. Вот эти 100 миллионов, они только для Южной Осетии и никого больше.
Чтобы помочь представителям республики успешно пройти конкурсные отборы, будут организованы специальные семинары с участием экспертов Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Диалог вышел за рамки обсуждения культурных инициатив. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко также сообщил о новых мерах поддержки Южной Осетии. Республика получит помощь в газификации сел и развитии дорожной инфраструктуры. Целый ряд решений приняты уже. Президент принял решение о том, что мы можем за счет программы газификации российских регионов начинать заниматься газификацией сел в Южной Осетии, которые пока не газифицированы. Договорились о программах поддержки по дорожному строительству. Там есть поручение президента о том, что несколько крупнейших российских регионов выступят такими регионами-побратимами, причем серьезные регионы. Это Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Да, поэтому за все надо будет браться. Известный художник и шахматист Южной Осетии, а также заведующий отделением рентгенологии Георгий Шавлохов обозначил проблему неработающего с февраля компьютерного томографа. Вопрос взят на контроль. Сергей Кириенко обозначил ключевую цель – модернизацию системы здравоохранения Южной Осетии. По его словам, в программе развития Южной Осетии прописаны конкретные шаги и достигнуты договоренности, поддержанные президентом Российской Федерации. Наша задача, это сейчас есть в программе, разработанной Маратом Аркадьевичем и правительством Южной Осетии, есть договоренность всей соответствующие поручения президента Российской Федерации. Нам надо вытягивать медицину в Южной Осетии на достойный уровень. В ходе встречи Сергей Кириенко сообщил о выделении почти 100 миллионов рублей из резервного фонда президента Российской Федерации на создание молодежного центра в здании бывшего магазина «Фарм» в центре Цхинвала. Мы согласовали, и президент России выделил деньги, почти 100 миллионов из своего резервного фонда, чтобы быстро там сформировать вот такое молодежное пространство. И мы там точно должны предусмотреть, чтобы там было и пространство музыкальное, и пространство художественное. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камбулов выразил уверенность, что центр станет точкой притяжения для талантливых людей, где они смогут обмениваться опытом и развиваться. Также Южная Осетия получила в дар профессиональную сцену с полным комплектом светового и звукового оборудования. Исполняющий обязанности министра культуры республики Григорий Мамьев отметил, что новая сцена позволит проводить мероприятия любого уровня без лишних затрат. У нас не было вот этой сцены, светоаппаратура, звукоаппаратура. Это просто для нас большой подарок. Спасибо, Марат Аркадьевич. Народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого театра и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев предложил включить представителей республики в программу Большого Кавказского музыкального фестиваля искусств, который пройдет в Северной Осетии. Говорить не удастся, но просто будем считать, что мы договорились. Если понадобится потом включать огромные ресурсы государственные, мы найдем возможность пообщаться. На празднование Дня признания независимости республики прибыл российский актер Егор Бероев. Он поздравил жителей республики со значимой датой. Я уверен, что Осетия, Южная Осетия в надежных руках. Я абсолютно в этом убежден. Я поздравляю тебя, Марат Аркадьевич, поздравляю всех вас. Это действительно начало большой, серьезной, глубокой, настоящей работы. В ходе мероприятия отдельных представителей области культуры республики наградили государственными наградами Российской Федерации. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Давид Туаев, Карина Газаева. Информационный выпуск сегодня. Валерий Гергиев приехал в Южную Осетию впервые после августа 2008 года. Художественный руководитель Мариинского театра и исполняющий обязанности президента Марат Камбулов в первую очередь посетили символичное место – лестницу у здания парламента, где сразу после войны 2008 года оркестр Мариинки выступил с концертом «Реквием», вселив в измученную обстрелами республику надежду на светлое будущее. Это был один из тех моментов, когда музыка сказала больше любых слов. Прошло 18 лет, Цхинвал изменился, республика изменилась, но память о тех днях никуда не ушла. И поэтому возвращение Валерия Гергиева спустя столько лет имеет большое значение для народа Южной Осетии, отметил Марат Камбулов. Столько лет мы вам просто хотим тоже всем поаплодировать. Спасибо вам за то, что
Исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов провел встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Были обсуждены текущие вопросы развития республики и результаты совместной работы последних месяцев. Отдельно реализация проектов в образовании, социальной сфере, развитии инфраструктуры. Для нас важно, чтобы договоренности быстро переходили в конкретные решения, которые чувствуют люди. Именно на этом и будем сосредоточены дальше, отметил Марат Камболов в своем телеграм-канале. На месте бывшего торгового центра «Фарн» будет открыт современный молодежный центр. В планах создание площадки для интересного времяпровождения, кафе и места для интеллектуального отдыха. Место будущего центра посетили исполняющий обязанности президента Марат Камболов и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В этих стенах скоро зазвучат новые идеи. Бывший торговый центр «Фарн» готовится к масштабной перезагрузке. Уже в следующем году здесь откроется современный молодежный центр. Впрочем, молодежь не стала дожидаться официального открытия. Масштабный субботник и уборку они решили провести уже сегодня. То, что сейчас выглядит как заброшенное помещение, совсем скоро превратится в центр притяжения молодежи. Проект обещает быть грандиозным. Под одной крышей соберут все, что нужно для развития творчества и активного отдыха. Вооружившись необходимым инвентарем, молодые люди с самого утра вышли на уборку. Они расчищают помещение от накопившегося хлама, выносят строительный и бытовой мусор. Ребята признаются, они только рады помочь, чтобы как можно скорее подготовить место. Охам движение Сорозам, я помощник президента в сход фасиват сахадайров зарстовшенум дар ма обунже омис район тайдар фасиват Ленингурский район айдар Знаурский, Жовский, Цивольский город айдар югуя дар намис на университет фасиват в целом ноджимаджис мана активный ходчис Республика молодежи Шорда Удундарджис, ма уважаемый субботник. Решила помочь для нашей молодежи. Надо было просто убраться, может быть, еще чем-то помочь. И все-таки хочется для процветания молодежи нашей республики сделать хоть такую маленькую лепту, внести такую маленькую лепту. К ним присоединилась и активная молодежь из Северной Осетии, представители Северостинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Вместе дружной единой командой они подготавливают площадки для будущего центра. Мы будущее югостинских студентов видим в составе российских студенческих отрядов. И будущее наших бойцов студенческих отрядов в Северной Осетии видим частично и на территории Южной Осетии. Вот эти отношения, они намного ближе, чем все остальные формальные отношения. Они сближают наших детей. Здесь откроется современное молодежное кафе и библиотека для интеллектуального отдыха. Для любителей спорта оборудуют просторный спортивный зал. Для творческой молодежи студию звукозаписи. А для бизнеса, лекций и мастер-классов большой современный конференц-зал. Реализация проекта проходит под кураторством Росмолодежи, которая помогает трансформировать пространство. Здесь будет уникальное место притяжения для молодежи Южной Осетии, Цхинвала, где появятся и современные пространства, и коворкинг-пространство, и VR-арена, и тренажерный зал будет, и возможности для творческих мастерских и подкасты записывать. Все это позволит как можно больше проектов в Южной Осетии, соответственно, среди молодежи рождать и делать классные уникальные проекты. Сегодня объект, в котором развернется молодежное пространство, посетили исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Они детально обсудили потенциал пространства. Это, конечно, очень важно для нас. Российское представительство открылось совсем недавно. Вы сами знаете, что Российское общество знаний уделяет очень большое внимание работе с молодежью. И для меня было очень приятно, что у нас появится еще одна точка притяжения для активных, целеустремленных молодых ребят. В ходе осмотра архитектор проекта заверил делегацию в абсолютной надежности конструкции. Само здание и фундамент крепкие и прослужат долгие годы. Главное — безопасность. Это гарантирует. Да, у нас самая главная история. Делаем надолго. Да? Делаем на 100 лет минимум. Да. 100 лет договорились. Нет проблем. И продолжусь. После осмотра будущего молодежного центра Сергей Кириенко и Марат Камболов пообщались с молодежью в неформальной обстановке.
Будет ли что-нибудь совместное организовано с нашей республикой? Знаете, ответ точно да. Во-первых, у нас уже много чего организовано, ребят, смотрите. Значит, во-первых, у нас делегация Южной Осетии едет на Всемирный фестиваль молодежи. Да? Значит, а дальше у нас целый ряд фестивалей сейчас идет. Все-таки я считаю, что земля Южной Осетии невероятно богатая и на культуру, и на традиции. Поэтому вот то, что у вас пошли... таланты. Да, и таланты. Пошли фестивали осетинского пирога. Фестиваль пива сегодня хорошая история, да? Придете, сейчас ребята очень молодежно. Я думаю, что мы там встретимся сейчас, да, на фестивале. Да? У нас театральный фестиваль будет, кинофестиваль будет. У нас есть возможность еще, ребят, что есть. И открывается возможность подачи заявок на гранты. У нас есть гранты Росмолодежи, есть гранты большой перемены детского движения. И у нас сейчас открывается 100 миллионов грантов специально только под Южную Осетию. Значит, 1 сентября фонд президентских грантов. И в сентябре еще 100 миллионов отдельный грант на культурные проекты. Поэтому смело давайте заявки, значит, и смело давайте идеи, предложения. На самом деле, это же вам надо определять, что надо делать. Это не только слова, это все прозрачно будет проходить. Вы сами участвуете, смотрите, контролируете, а мы будем помогать. Представители молодежи выступили с инициативой проведения совместного фестиваля Южной Осетии и Российской Федерации, а также открытия Центра IT-технологий. Это отдельное помещение, а мы поможем тогда с оборудованием, с начинкой. Да, помещение давайте подберем. Вот очень много народа приехало по цифровизации государственные учреждения Российской Федерации. Когда у нас нету ни налоговой, ни таможенной службы. У нас нет специалистов. Вот когда поработали с ними, как у вас нету? Молодые, да? Есть. Да. Так что молодцы. Хорошо, договорились. В завершении встречи активная молодежь не упустила возможность сфотографироваться на память с Сергеем Кириенко и Маратом Камболовым. Официальное открытие молодежного центра состоится в следующем году, но созидательная атмосфера царит здесь уже сегодня. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В парке культуры и отдыха имени Валерия Хубулова широко отметили традиционный фестиваль «Ирон Багана». Мероприятие объединило тысячи людей и почетных гостей республики. Среди них исполняющий обязанности президента Марат Камболов, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, генеральный директор Большого театра и художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев, президент пивоваренной компании «Балтика» Теймураз Буллоев. Сегодня в парке культуры и отдыха имени Валерия Хубулова царила по-особенному праздничная атмосфера. Жители и гости республики масштабно и колоритно отметили традиционный фестиваль «Ирон Багана». Фестиваль объединил тысячи людей, а среди почетных гостей исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, генеральный директор Большого театра и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, президент пивоваренной компании «Балтика» Теймураз Буллоев и экс-президенты республики Эдуард Кукойта и Анатолий Бибилов. Свои уникальные экспозиции развернули представители всех районов республики и города Цхинвал, где гостей встречали по национальным обычаям. Процветание Южной Осетии, России, мира и благополучия. Праздничные столы буквально ломились от изобилия. Осетинские пироги и сыр, сочный фрукт из местных садов, мясо, закат – древнее традиционное блюдо осетинской кухни. Все желающие могли лицезреть таинство приготовления напитка «Ирон Багана». Опытные мастера демонстрировали этот процесс прямо на площадках. Почетные гости обошли все подворья, и везде их принимали с исключительным радушием и теплом. Свою
продукцию на фестивале представила и знаменитая кельтская пивоварня, которая успешно работает в Ленигорском районе. Гости высоко оценили не только отменный вкус пенного напитка, но и представленную линейку освежающих лимонадов. Ярким акцентом праздника стало участие крупного представителя индустрии пивоваренной компании «Балтика», делегацию которой возглавил ее президент Темураз Булоев. Кульминацией праздника станет конкурс, результаты которого определят лучших пивоваров. В нем сразятся участники фестиваля, подготовившие напитки по уникальным старинным и авторским рецептам. Анжела Кукоева, Ринат Медов, Сармат Гузитаев, Зарина Тастаева. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же в парке имени Валерия Хубулова гостей приветствовали хозяева 5 подворий. К приему гостей начали готовиться задолго до открытия. Остинские пироги и традиционные национальные блюда мог отведать каждый посетитель. На фестивале ключевое место было уделено дегустации остинского пива. Был показан и процесс приготовления напитка. Свои работы также представили народные ремесленники. Одним словом, праздник удался на славу. Здесь созвучные мелодии, гармонии, веселый смех и ароматы, перед которыми невозможно устоять. 5 уникальных подворий, каждая постаралась на славу. Здесь презентовали не только национальные блюда, но и ремесленные изделия. Главное притяжение для всех гостей, конечно же, праздничные столы с изобилием блюд и разновидностями пенного холодного пива. Почетное место по традиции занимают знаменитые осетинские пироги с сыром, мясом, свекольной ботвой и капустой. Рядом любимое всеми блюдо дзыкка, запеченное до золотистой корочки мяса, домашние сыры. Все приготовлено по старинным рецептам, которые бережно передаются из поколения в поколение. نخی ایران بناتون کارتوف میسنی شخ درون میسنی زایراک شخ زایراک کارتوف ما یقت تقوم و هافتتین خرزات کارتوف چون تقوم نخی فشت تکوت ما بونه برگ بوم ارخاستام نرای و نشدم یوی نفسنا یمدن آلش در رواجنی تنگ خورز. Организаторы признаются, готовиться начали задолго до открытия. Важно было не просто угостить гостей, а показать душу каждого района, его колорит и традиции. На фестивале ключевое место было уделено дегустации остинского пива. Для гостей демонстрировали процесс приготовления напитка. Праздник в парке имени Валерия Хубулова получился по-настоящему душевным и масштабным. Подворья объединили не только жителей, но и гостей республики. Мы представляем два вида пива: Алутон, классическое осетинское пиво, и Алан, Ирон Баганы. У нас, собственно говоря, хмельное. Вы, как сами видели, все почти закончилось, люди попробовали, довольные. Нам здесь очень нравится, люди такие добрые, отзывчивые. Спасибо, Цхинвал, за такой прием. Всего в нескольких шагах от гастрономического изобилия раскинулась не менее впечатляющая экспозиция. Свои работы представили осетинские ремесленники и любители рукоделия. Глаза разбегаются от разнообразия. Здесь и традиционные куклы в национальных костюмах, и тончайшая резьба по дереву, плетеные изделия и авторские сувениры. Каждая вещь хранит тепло рук мастера и частичку души нашего народа. من اردگارش دسته سوناره ماده مایرم ارغان ما فت خزار دمینیسه. Важно было не просто удивить гостей, а показать всю глубину культуры народа, и организаторам это удалось. Праздничное настроение создавали и выступления известных артистов Юга и Севера Осетии. Особым сюрпризом для гостей и жителей республики стало выступление заслуженной артистки Российской Федерации Алены Апиной. До самого вечера в парке не смолкали народные мелодии, а подворья продолжали встречать гостей. Этот день подарил жителям и гостям незабываемые впечатления и яркие эмоции.
Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. В столице прошел круглый стол, организованный компанией «Балтика». Обсуждены актуальные вопросы развития отрасли, подготовки профессиональных кадров и сохранения пивоваренных традиций. Участники сошлись во мнении, что пивоваренная отрасль Южной Осетии обладает значительным потенциалом для роста. Подробности у Оксаны Джуевой. В рамках фестиваля Ирон Багана прошел круглый стол, организованный компанией «Балтика». Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между представителями пивоваренных организаций Южной Осетии и России. Нам бы хотелось, чтобы вы все-таки продолжили к нам приезжать в таком режиме, то есть именно как обучающие. У вас есть прекрасный проект «Школа пивоваров». Нам бы очень хотелось, чтобы вы это здесь присадили на университет, чтобы у нас был постоянный проект. В центре обсуждения актуальные вопросы развития отрасли, подготовки профессиональных кадров, использования определенных ингредиентов, а также сохранения пивоваренных традиций. За вот эти 3 дня Южную Осетию те люди, с которыми мы встречаемся, это действительно душа. Все чтят корни, чтят традиции и настолько открыто и с удовольствием про все делятся информацией, рассказывают. Мы на самом деле очень полюбили и очень хочется вернуться сюда еще. Участники акцентировали внимание на технологии приготовления определенным нюансам. Пивовар-технолог Олег Хаев отметил, абсолютно очевидно и доказано, что рецепт осетинского пива придуман именно нашими предками. Вся атрибутика пивоварения, все элементы, которые используются при варке пива, они несут в осетинском языке свою терминологию, и эти все слова, они ираноязычные. То есть эти слова, они глубоко уходят корнями в иранский мир. Что бы там ни говорили там немцы о себе и другие там, и скандинавы, я считаю, что именно осетины зародили вот это пивоварение. И то, что сегодня у нас эта практика есть, причем независимо от того, какие у нас бывают праздничные дни или там, не дай бог, и поминальные дни, у нас пиво бывает всегда на столе. Это касается и свадеб, это касается и другого рода торжеств, это касается и поминальных наших мероприятий. Ключевым итогом дискуссии стало подтверждение намерения сторон выстроить долгосрочную систему взаимодействия. Участники сошлись во мнении, что пивоваренная отрасль Южной Осетии обладает значительным потенциалом для роста. В этом контексте опыт Балтики в области технологического аудита и контроля сырья был признан одним из наиболее востребованных. Те сегодня шаги, которые оказываются, та поддержка, которую оказывает Российская Федерация, такая именитая компания «Балтика», уверен, и такое продвижение. Мы очень сами активно продвигаем юго-осетинское пиво на российском рынке, но с такой поддержкой, с таким отношением и с таким вниманием со стороны, конечно, я уверен в том, что мы были на правильном пути, и дальше наши шаги будут более быстрыми, интересными. Отдельное внимание было уделено вопросу подготовки кадров. Необходимо проработать внедрение образовательных программ, включая дистанционные и выездные мастер-классы. Вот те знания, которыми владеете вы, да, как пивовары, их нужно собирать, ими нужно делиться. Их не нужно внутри одной компании хранить. Вот именно это сказал нам Таймураз Казбекович буквально 3 года назад, собрав нас и сказав: вы настолько уже эксперты, вот Светлана Николаевна сказала, что она уже начала делать какие-то первые видеоуроки, чтобы обучать внутри компании персонал. Но внутри компании у нас развита, но той экспертизой, которой владеет одна компания, ее нельзя держать внутри. Ее нужно давать другим, чтобы другие тоже могли использовать эти знания и применить их к себе, на свое производство. Особое внимание необходимо уделять качеству и стандартизации, учитывая современные требования к производству, где ключевое место занимает безопасность. Эксперты обсудили, как сочетать вековые традиции с инновационными технологиями, чтобы осетинское пиво соответствовало высоким стандартам, сохраняя при этом свою уникальность и аутентичность.
В завершении мероприятия обсудили возможность реализации совместных проектов, способствующих популяризации осетинского пива как на российском рынке, так и на международном уровне, а также укреплению межкультурных связей через гастрономическое наследие. Представители Балтики подчеркнули, что готовы не только делиться опытом, но и оказывать всестороннее содействие для развития отрасли. Оксана Джуева, Алим Бетеев, КТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. В столице Южной Осетии состоялось открытие нового общественного пространства «Нахас». В торжественном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности президента Марат Камбулов, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов. Новый объект призван стать современным центром притяжения горожан, объединившим условия для комфортного отдыха и площадку для проведения общественно-культурных мероприятий. В Цхинвале открылось новое общественное пространство «Нахас». Оно предназначено для отдыха горожан и гостей республики. На территории созданы условия для досуга как молодежи, так и старшего поколения. Установлены столы для игры в нарды, шахматы, шашки и домино. Пространство оборудовано арочным навесом, украшено традиционными осетинскими орнаментами. Новое пространство посетили исполняющий обязанности президента Марат Камбулов и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Гостей по традиции встречали 3 пирогами и осетинским пивом. Очень хороший тост был за мир, за дружбу с Российской Федерацией. Благодарить за помощь, которая была оказана Южной Осетии. В день открытия здесь уже состоялся турнир сразу по нескольким видам настольных игр. Президент Федерации шахмат отметил значимость создания столь уютной площадки в парке отдыха. И детям, и старшему поколению они получат вот такую возможность, наша республика получит такую возможность, чтобы они после работы отдыхали, проводили культурно свое время. Это очень здорово, большое вам спасибо. Азарт, концентрация и желание победить. На площадке развернулись настоящие интеллектуальные поединки. Как у вас? Алана, тебе сильнейшая девочка Южной Осетии, чемпион. И Влад самый быстрый игрок Южной Осетии. Вы уже играли элиту? Кто выигрывает? Только надо будет хорошо поддержать победителей. Давайте мы поможем. Надо, чтобы победители получили хорошие призы. Это честно. Участники турнира были настроены исключительно на победу. Новое общественное пространство «Нахас» призвано стать не просто еще одной благоустроенной площадкой в Цхинвале, а живым объектом, где жители столицы и гости республики смогут проводить свободное время, общаться, участвовать в общественных мероприятиях и просто наслаждаться приятной атмосферой. Дарья Хурьева, Давид Туаев, Сармат Гузитаев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня последний день регистрации на конкурс «Команда будущего», который инициировал исполняющий обязанности президента Марат Камбулов. Участвовать в нем могут жители республики и наши соотечественники, которые сегодня живут и работают за ее пределами. Их опыт и знания, полученные в других регионах и странах, должны быть применены на благо Родины. Как сообщил на своей странице в телеграм-канале Марат Камбулов, проект получил большой отклик. Для меня этот конкурс прежде всего возможность найти людей, которые готовы брать на себя ответственность, принимать решения и работать на результат. Именно из таких профессионалов должна формироваться новая управленческая команда Южной Осетии. У желающих принять участие в конкурсе еще есть время пройти регистрацию на платформе Fidan Team до полуночи. Марат Камбулов обратился к жителям республики и соотечественникам с призывом не упустить возможность стать частью новой управленческой команды.
По итогам жеребьевки ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени для дебатов зарегистрированных кандидатов на должность президента республики, а также полос для размещения предвыборных агитационных материалов в государственных периодических печатных изданиях. Эльвира Тибилова с подробностями. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии провела жеребьевку зарегистрированных кандидатов на должность президента республики. По ее итогам определена очередность предоставления эфирного времени для дебатов и полос для размещения предвыборных агитационных материалов в государственных периодических печатных изданиях. Секретарь ЦИК Кристина Влохова отметила, что бесплатное эфирное время предоставляется кандидатам для участия в дебатах, а очередность их выступлений определяется жеребьевкой. Насчет материалов, которые ваших материалов, те материалы, которые будут выходить в эфир телевидения, пока, соответственно, они представляются в Центральную избирательную комиссию. Представитель телевидения будет каждый вечером приходить и забирать материал. То есть это все, что касается роликов телевидения. Печатная площадь также представляется в ЦИК. Площадь предоставляется абсолютно всем одинаково, на равных условиях. Одна страница на кандидата. Соответственно, это уже полностью заполнение это зависит уже от представленного материала. По итогам жеребьевки ЦИК дополнительно издаст акт, которым будут утверждены ее результаты. К участию в досрочных выборах президента Южной Осетии ЦИК допустил 4 кандидатов. Марата Камбулова, выдвинутого инициативной группой, Зураба Кокоева, выдвинутого политической партией «Единство», Мурата Валиева, выдвинутого республиканской политической партией «Патриоты Алании», и Казбека Кодоева, выдвинутого инициативной группой избирателей. В ближайшее время комиссия также определит даты и темы предвыборных дебатов, которые будут опубликованы дополнительно. Досрочные президентские выборы состоятся 18 сентября 2026 года. Эльвира Тибилова, Владислав Пащенко, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 29, ночью 19 градусов тепла. В Цавском районе днем плюс 25, ночью плюс 19. В городе Квайса днем 23 градуса тепла, ночью плюс 18. В Ленигорском районе днем плюс 28, ночью плюс 20. В столице республики в Цхинвале днем 29 градусов тепла, ночью плюс 21. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джуоева, желаю вам всего доброго и до свидания.